Rabbi Allah'ımda kıyamet gününde Müslümanlar birge kubarlarga nasip etip, amel defterin on kuluna verip, sirat köperinden yaşın teliğinde ötkərib cennet baksalarına indir. Ya Rabbi Allah'ım merhametle rahimli bol. Ya Rabbi Allah'ımda şulay koşu, Məqsud avuluna ziyaratında dəfn etilgan barsa mü'mina müslümanlarda orqaları şad qalındı. 78 yıl үткәс туган yerine тагыла bir солдат кайтты. Кайгы һәм хәтер көнендә яугир Хайбулла Халил улы Хисмәтуллин үз төягендә ерләнде. Якташыбыз Үрги Хал авылында туып үсә. 228-нче штурмлау авиация дивизияһы 694-нче штурмлау авиация полкының Ил-2 самолеты усучысы сержант Хисмәтуллин 19 гына яшендә хәрби усыш вакытында һәлак була. Хисмәтуллин Хайбулла Халилович, штурмовик, который вырос, который родился здесь, вырос, отсюда ушел учиться гражданской авиации. Он учился в городе Энгельс, Саратовской области, курса гражданской авиации. И читая его дневники они сохранились, они со мной здесь. Я их все передам в музей, село Мраково, чтобы могли все почитать, посмотреть. И там есть слова, которые он написал, когда уходя, он пишет: 8 марта отец меня проводил с Мракова до города Мелеуза, до села Мелеуза в то время, села Мелеуза. Посадил меня в машину и сказал: сынок, вернись человеком. И вот он такой последовательности. Потом он пишет, что он 11-го добрался до Стертамакса, Стертамака уже Энгельс отучился. И когда он отучился в курсах гражданской авиации, перед войной уже, он вернулся, приехал в отпуск с товарищем, привез товарища оттуда. Они всего 2 дня пробыли, и через 2 дня их уже как бы дозвали, и ушел он на фронт. Каду эшләрен Көйүргәде районының каһарманлык эҙәрмәндәр отряды башкарган. Уларга Волгоград өлкәһенең Ольховка районы Октябрьский касабаһында 16-нчы һава армияһы музеена нигеҙ һалыусы Василий Белоусов ярдәм итә. Яугирҙың туганы Фаршат Акбирдиндың тырышлыгы менән Хайбулла Халил улының һөлдәһе, шәхси әйберҙәре туган ягына кайтарыла. У нас поисковиков, можно сказать, в работе есть такое понятие, что ли. Солдат умирает дважды. Первый раз он на поле битвы умирает, второй раз, когда его полностью забывают. И вот чтобы он полностью не умер, наше движение занимается поиском перед захоронением, которые на поле битвы остались, и также увековечением памяти о всех, кто погиб при защите Отечества. В январе этого года, когда нам поступила нашему отряду информация, что имеются сведения о захоронении забытом в степи, Волгоградской степи, нашего земляка, можно сказать, Хисмәтуллина Хайбуллы Халиловича, началась работа по поиску, информацию собирать и по весенней экспедиции, чтобы выехать непосредственно на место, где все это происходило. Когда мы собирали информацию, как уже Фаршат Анварович сказал, вот по дневникам, действительно, он сдержал слово своему отцу, он обещал вернуться настоящим человеком. Раз он обещал, значит надо вернуться. Судьба свела так, что вот мы сами были поражены, когда мы на месте работы в голой степи, вдвоем с своим другом Рашидом Айдаром Насибуловичем, буквально за полдня мы его обнаружили. Местные жители были поражены, они по нему ездили, вот дорога, рыбу ловили, там пруд находится. Никто не знал. Он сам хотел вернуться домой. Мы ему просто помогли. Он действительно был настоящим человеком, который в свои действительно 19 лет уже воевал на штурмовике Ил-2. А что такое Ил-2, кто немножко интересует историю, знает. Средний вылет на Ил-2 было 5-7 вылетов. Больше не жили. Немцы его как огня боялись. Это был для них страшнее всего смерти. От одного его звука только все немцы разбегались. И была это мощной поддержкой для наших сил. Не сколько в военном отношении, само собой являющееся, а сколько в моральном. Когда наши илы появлялись, наши шли в атаку.
Особенно это проявилось во время Сталинградской битвы. Все понимали, что здесь исход мировой истории, можно сказать, решался. И Хайбулла Халилович тоже прекрасно знал, что ни в коем случае немцев нельзя через Волгу пропускать, потому что там его дом, его родные, его родной Башкортостан. И он бился до конца за свой патрон, до конца последнего снаряда. И даже зная его, вот уже немножко его характер, он не ушел с поля боя, пока не израсходует весь боекомплект. Он для нас всех настоящий герой. Я говорю это как летчик. И мы всегда с таких, как он, брали и будем брать пример. Он в последнем бою совершил настоящий подвиг, который заслуживает самой высокой награды Родины. И, Фаршат Анварович, чуть-чуть вас подправлю, когда по авиационным законам его не оттеснили фашистские истребители, а он взял на себя удар, отвлек этих фашистов на себя, чтобы его боевые товарищи вернулись на базу, на аэродром. Это называется «сам погибай, товарища выручай». Авиация это очень и в других родах. И Хайбулла Халилович, конечно же, для нас самый-самый герой. Слава нашему герою, вечная ему память. Хәтер мәңгелек. Безнең өчен янен, тәнен аямай һугышкан геройларыбызны онытмаек, хәтердә тотаек.